ночи, дорогие соотечественники, дорогие туркменистанцы. Мы решили выступить на Ютубе и по другим каналам и довести до вас срочное сообщение, ситуацию, в связи с ситуацией, политической ситуацией, которая создалась сейчас в Туркменистане. Как вы знаете, 18 апреля 2021 года, несколько дней назад, скончался отец президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Мялик Ули Бердымухамедов. И планируется его похороны на завтрашний день. То есть уже вот сегодняшний день, кстати, вот уже 20-го. Но сообщение, конечно, связано только отчасти с этим событием. Так до нас доходят очень тревожные события, которые говорят о том, что в Туркменистане, значит, ситуация не ограничивается только кончиной самого Мяликули Бердымухамедова. Пока не подтвержденным еще сообщением, каким-то данным, в связи с кончиной своего отца резко ухудшилось здоровье самого Бердымухамедова, Гурбангулы Бердымухамедова. И, к сожалению, эти тревожные события не ограничиваются и ситуацией, и здоровьем состоянием здоровья самого диктатора Бердымухамедова. Но в некоторых сообщениях говорится о том, что и его сын находится в не лучшем положении. Таким образом, как если, значит, руководствоваться этими сообщениями, которые еще раз повторяю, не подтверждены по некоторым нашим традиционным независимым каналам, в Туркменистане создалась совершенно такая тревожная ситуация, когда Бердымухамедов недееспособен дальше возглавлять руководство и руководить страной. И именно с этой тревожной ситуацией связан наш ночной эфир. Мы выступаем от имени Объединенной демократической оппозиции Туркменистана, которая продолжает работу по заветам первого министра иностранных дел Туркменистана Абды Кулиева. Я хотел бы сейчас предоставить слово руководителю народного движения «Демократический выбор Туркменистана» Мураду Курбанову, чтобы он вас ознакомил коротко о ситуации, создавшейся сейчас в Туркменистане. Пожалуйста, Мурад, слово вам. Пожалуйста, включите микрофон и можете начинать. Спасибо. Доброй ночи, дорогие туркменистанцы. Мы получаем за последние 24 часа очень много сообщений о ситуации в Туркменистане, о тяжелой ситуации со здоровьем Бердымухамедова и его сына. Я думаю, что это не секрет уже. Мы перепроверяем всю информацию, которая приходит к нам. Но, тем не менее, хочу сказать всему туркменскому народу, что мы на протяжении долгого времени боролись с этим диктаторским режимом. Сейчас мы подошли к финалу. И завтра в 17:00, после того, как мы перепроверим всю информацию, мы вам сообщим план мероприятий, который мы вам предложим. Туркменский народ долго ждал этого часа. Теперь пришло время всем нам встать и получить свою свободу. Теперь пришло время всем нам встать и получить ту справедливость, которую мы заслуживаем. Я обращаюсь ко всем туркменистанцам, ко всем руководителям министерств, особенно правоохранительных органов, Министерство национальной безопасности, МХМ, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура Туркменистана, Военное ведомство, Министерство обороны Туркменистана и суды Туркменистана. Сейчас народ Туркменистана будет подниматься. Мы вас всех просим встать
на защиту этого народа, занять место среди народа, перейти на сторону народа. Режим уже упал. Он экономически, социально, политически уже давно в руинах. Сегодня пришло время, когда мы физически можем это видеть, и мы встаем. Мы сегодня довершаем процедуру мирной смены власти. Завтра в 17:00 от имени Объединенной демократической оппозиции Туркменистана мы выступим и вам дадим те планы и советы, по которым мы сможем с вами в быстрое, короткое время сменить этот режим. Дорогие туркменистанцы, пришло время. Мы должны все стать как один человек, дружно и сменить этот режим. Я вас всех призываю в течение этого времени до 17:00 завтрашнего времени быть готовым ко всем действиям, которые должны привести к мирной смене власти. Спасибо большое. Спокойной ночи. Спасибо, Мурат. Тогда мы давайте предоставим слово также нашей молодежной ветви Объединенной демократической туркменской оппозиции Туркменистана, Гулштхану. Пожалуйста, Гулштхан, вы тоже скажите несколько слов, обращаясь к вашим сверстникам, чтобы в Туркменистане в решающий момент молодежь Туркменистана тоже знала, за кого идти и как действовать. Здравствуйте, меня зовут Гулштхан. В этой платформе я нахожусь во имя молодежного движения Туркменистана. У нас идет сейчас информация про Гурбангулы Бердымухамедов, здоровье из Туркменистана. Вот сколько закрыта страна, и эти информации проверяется. Скоро будет более четкой информации, мы будем предоставим на этом канале еще раз. Мы поддерживаем нашу объединенную демократическую туркменскую оппозицию. И мы будем действовать в рамках этой платформы. Спасибо вам большое. Спасибо, Гулштхан. Значит, как вы поняли, подытоживая выступление Мурада и Гулштхана, я могу добавить лишь одно, что Объединенная демократическая оппозиция Туркменистана и все входящие 7 разных движений в это объединение будет действовать в любой ситуации в рамках Конституции Туркменистана и в рамках законов Туркменистана. Объединенная демократическая оппозиция Туркменистана сделает все, что зависит от него, чтобы сохранить в Туркменистане мир и неприкосновенность личности, даже в такой очень тяжелой ситуации. Поэтому мы призываем со своей стороны, чтобы и силовые министерства, особенно обращаясь к вам, руководители силовых министерств, и всех до самого рядового, в общем-то, служителя этих силовых министерств. Пожалуйста, будьте осторожны и ни в коем случае не выступайте против народа. Независимо от того, сколько человек выйдет на улицы, сколько человек будет протестовать, это может быть и 1000, и может 100 тысяч, и может будет 500 тысяч. Но пусть число вас не обманывает, потому что народный гнев, он способен творить чудеса, и буквально за несколько дней там 1000 человек может превратиться в 100-тысячную армию или там миллионную армию. И вы должны сделать все, что зависит от вас, чтобы не пролилась ни капли крови. И Объединенная демократическая оппозиция Туркменистана обязуется действовать только в рамках законов и Конституции Туркменистана. И таким образом, если мы будем действовать все в рамках закона и не допускать насилия против народа, то надеемся, что смена власти произойдет мирным путем. И мы еще раз подчеркиваем, что мы
не ждем смерти Гурбангулы Бердымухамедова, мы не желаем этого, потому что это не решение проблемы, смерть диктатора или там президента. Поэтому независимо от того, будет дальше, значит, оставаться в жизни Бердымухамедов или его состояние здоровья уже не позволит ему руководить Туркменистаном, не имеет никакого значения. Народ уже устал ждать, и народ хочет построить в Туркменистане правовое государство, демократическое государство. И насколько я веду эту передачу, поэтому призываю всех туркменистанцев внести максимальный вклад в мирный переход власти в руки народа. И все, что зависит от демократической оппозиции Туркменистана, будет сделано. Ну что ж, тогда всем нам мы желаем в эту тревожную ночь благополучия и здоровья. Давайте будем уважать права друг друга, и тогда все произойдет мирным путем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.